В эфире главного национального канала программа «Новый день». Встречайте утро вместе с нами, и вы будете в курсе самых полезных и приятных утренних новостей. В студии Екатерина Винокурова, четверг, 3 октября на календаре. И ежегодно в этот день во многих странах проводятся мероприятия в рамках Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом. Этот день вновь напоминает о необходимости уделять как можно больше внимания этой глобальной проблеме на всех уровнях, начиная от государственного и заканчивая отдельными семьями. Профессиональный праздник сегодня у сотрудников специальных подразделений полиции. Уважаемые сотрудники ОМОН, принимайте свои поздравления. Астафий Ветряк наступает в календаре народном, и потому, как дует ветер в этот день, судили наши предки о погоде. Если с севера к стуже, с юга к теплу, с запада к дождю, с востока к ясному дню. Смотрели и на другие приметы. Если в этот день тепло и летит паутина, значит снег выпадет еще не скоро. А вот если шишки на елях выросли низко, нужно было ждать ранних морозов. А вчера жителей столицы порадовали, а возможно и огорчили интенсивные осадки в виде хлопьев снега. Что нам готовят сегодня, узнаем у синоптиков. Итак, сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила -4, -5 градусов. Днем ожидается до +1, +2 градусов. В Заречье утром -3, -6, днем 0, +1. В южных Улусах -4, -7 утром, днем 0, +2 градуса. В Вилюйских -2, -7 утром, днем до +1, +4 градусов. В Нижнеленских -3, -4 утром, днем до +1. В западных -3, 0 утром, днем +1, +4. В Колымо-Идигирских Улусах -1, -9 утром, днем от -1 до +3 градусов. В Янских Улусах -3, -4 утром, днем -3, +1 градус. В северо-западных Улусах -2, -6 утром, днем ожидается -2, местами +2 градуса. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила -4 градуса. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 2,5 метров в секунду. Днем в столице ожидается +1, +3 градуса. А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, поэтому если в течение этого часа вы хотите поздравить своих знакомых или родных с каким-либо событием, пишите на наш WhatsApp номер, который видите в данный момент на своих экранах. Ну а далее я передаю слово своим коллегам из информационной службы новостей. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. В эфире новости и самые заметные события к началу этого дня. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Почти 400 килограммов мясных полуфабрикатов с сальмонеллой уничтожили в Якутии. Пробы пельменей «Расторгуевские», произведенных агрокомплексом «Расторгуевский» в Новосибирске, были отобраны в ходе мониторинга качества пищевой продукции. По результатам лабораторных исследований в мясных полуфабрикатах были обнаружены бактерии рода сальмонелла. В итоге госинспекторы регионального управления Россельхознадзора изъяли и уничтожили 374 килограмма пельменей. Само предприятие переведено в статус временно ограничено. К другим темам. Минвосток развития раскрыла механизм предоставления ипотеки под 2%. Ей смогут воспользоваться молодые семьи и получатели земли по программе «Дальневосточный гектар». Она будет предоставляться во всех субъектах Дальневосточного федерального округа без исключений. Уточняется, что под молодыми семьями будут понимать семьи, в которых супруги имеют гражданство Российской Федерации, состоят в зарегистрированном браке не менее года, и муж и жена должны быть не старше 35 лет включительно. Важным условием станет регистрация хотя бы одного
из супругов по месту жительства в ДФО. Неполные семьи, в которых один родитель до 35 лет и ребенок до 18, также смогут воспользоваться льготным кредитным продуктом. Срок выплат по ипотеке составили до 20 лет при размере кредитования до 6 миллионов включительно. Выдавать ипотеку будут на протяжении 5 лет. Заемщики смогут приобрести квартиры на первичном рынке или самостоятельно построить на полученные средства дом. Причем участники программы «Дальневосточный гектар» смогут направить полученные средства только на строительство дома. Единственным ограничением стал вид разрешенного использования. Земля по программе должна быть получена именно для целей строительства. Задолженность якутских предприятий по заработной плате на 1 сентября составила почти 100 миллионов рублей. Самыми большими должниками оказались организации в отраслях промышленности, транспорта и сельского хозяйства. Данные озвучили во время трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В Якутии насчитывается 39 предприятий-должников, которые не доплатили своим сотрудникам около 95 миллионов рублей. Часть этих организаций находится на стадии банкротства. При этом она отметила, что по сравнению с началом текущего года в Якутии задолженность по выплатам значительно уменьшилась. В январе эта цифра составляла почти 165 миллионов рублей. Есть заметное снижение и в многолетней перспективе. Например, в сентябре 2017 года задолженность достигала 254 миллиона, а в прошлом году 185 миллионов рублей. Якутские журналисты стали победителями престижного всероссийского конкурса «Медиатек-2019» в номинации «Социальная и экологическая инициатива». Награждение прошло в Москве в рамках форума «Энергетическая неделя». Награду получила куратор проекта Анна Захарова. В конкурсе «Медиатек» принимают участие материалы, рассказывающие о развитии топливно-энергетического комплекса нашей страны, о новых проектах в этой сфере и о людях, энергетиках, нефтяниках и газовиках. В прошлом году, когда я работала главным редактором телестудии «Саха-Медиа», мы сделали сюжет про энергетиков Якутии, рассказывали о простых рабочих, о работниках энергетической отрасли, которые ежедневно трудятся во благо развития родной республики. Честно, я не ожидала, что наш проект займет первое место на всероссийском конкурсе. Мы сегодня получили премию из рук самого Дмитрия Сергеевича Пескова. Для нас это очень большая честь. И самым приятным, неожиданным моментом стало то, что глава Якутии Асин Сергеевич Николаев тоже подошел и лично поздравил меня. Поэтому для меня это очень волнительно и вдвойне ответственный стимул для дальнейшей работы. Путь от Тихого до Атлантического океана на якутской лошади намерен преодолеть путешественник из Англии Никита Граци. Сейчас он выбирает якутских лошадей у верхоянских коневодов. По мнению путешественника, только якутская лошадь сможет вынести такой продолжительный путь. По предварительным расчетам, Граци преодолеет этот маршрут за 2 года. Планирует начать с Магадана в феврале 2020 и завершить весной 2022 года на Трафальгарской площади в Лондоне. Мне очень важно уважать, как здесь люди живут, да. Мы хотим показать людям про Республику Саха, какие здесь люди, как они живут, какие условия, да. Коневоды, они зимой, когда ездят, они на улице спят иногда, им приходится. Поэтому мне придется так же. Это будет очень трудно, конечно, я это понимаю. Но надо показать, чем эти лошади различаются, да. Они различаются зимой особенно, потому что они единственные, которые дикие зимой, в минус 60 градусов. Поэтому надо зимой ехать. Летом любая лошадь может там ехать, да. Поэтому хотим. Это все, да, это от уважения. То есть я знаю, что мне будет намного труднее так ездить, да, но из-за моего уважения к вашим людям я готов себе такие условия поставить. На этом у меня пока вся информация. Спасибо за внимание и хорошего вам дня. Спасибо коллегам. Ну а теперь внимание всех охотников. Сезон охоты 2019-2020 начался, поэтому надо скорее оформлять разрешение. Теперь это возможно сделать намного быстрее. Специально для вас наша традиционная рубрика «Электронные услуги». Охота для якутян – традиционный промысел, а для современного человека еще и отдушина – возможность психологически оторваться от загруженности по работе и получить удовольствие от общения с природой и друзьями. Современный темп жизни диктует свои правила, и с этого месяца через портал Госуслуги начала работу новая функция, разработанная Минэкологией совместно с Министерством инноваций. Услугу
по приему заявлений на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов, на которых не установлен лимит их добычи. Это утки, гуси, боровая дичь и пушные. Ага. Охотник, как бы он прежде всего должен как бы иметь охотничий билет, ага, и иметь учетную запись на портале госуслуг Республики Саха-Якутия. И когда он заходит на портал, там будет баннер. Зайдя вот через баннер, он уже заполняет там все формы выбора, как бы электронное заявление получается. И указывает там свой охотничий билет и указывает территориальное подразделение, куда ему хочется подойти. Да? Указывает районы, куда он хочется идти на охоту и вид охотничьих ресурсов. После подачи заявлений в течение 5 дней вас пригласят на прием уже на получение разрешения. А здесь ему просто назначается дата и время, да, куда он может уже приходит, как бы не надо ему стоять в очереди. Уже у нас сейчас начался сезон охоты 2019-2020 года. Так что он уже сейчас, если он собирается на охоту, уже может подать заявление. Удобство у охотника в том, что он не будет как бы подходить к нам 2 раза. Мария Павлова, Александр Слепцов. Новый день. А сегодня в рубрике «Пусть мама придет» мы познакомимся с 2 замечательными малышами. 2-летним Святославом и 9-месячной Харыстаной. Желаем героям нашей рубрики, чтобы обрести мам и пап, которые не испугаются сложностей и подарят им свою любовь, тепло и заботу. Знакомьтесь, Святослав, ему 2 года. Из-за проблем со здоровьем мальчик малоподвижен. В основном сидит в кресле качалки, любит лежать. Голову держит, но недолго. Ест только протертую пищу, однако аппетит хороший. Любит погремушки. Мальчик всегда радуется общению. Вовсю улыбаются в ответ на эмоциональные отношения и тактильный контакт. Внимательно присматривается к взрослым, которые с ним разговаривают. С удовольствием любит слушать сказки. Святослав нуждается в постоянном уходе и ждет любящих и заботливых маму и папу. Харыстанка умная девочка, да, вот она умная девочка. Она с характером еще девушка. Да, могу проснуться с плохим настроением, а могу с хорошим, скажи, да? Такая ты у нас? Да. Вот. Послушай, мышку. Возьми солнышко, тоже солнышко. Вот какая хорошая девушка, да, Харыстана? Харыстана, имя хорошее же. Да, Харыстана. Знакомьтесь, Харыстана. Малышке почти 9 месяцев. Очень общительная, эмоциональная и открытая девочка. Любит, когда ее обнимают и играют с ней. Много улыбается и гуляет. Харыстана очень подвижная, сама переворачивается, с опорой сидит. Получает курс массажа. Это укрепляет мышцы и хорошо влияет на ее развитие. Харыстана – замечательная девочка, и мы очень надеемся, что она обретет семью. А на дворе октябрь, дачно-тепличный сезон уже закрыт. Тем не менее, местные умельцы продолжают радовать нас свежими овощами. Наша съемочная группа побывала в селе Сырдах и лично разузнала, в чем же секрет. В Сырдахе на территории чуть больше 1 гектара расположились огромные теплицы, которые уже не 1-й год доказывают нам, якутянам, что и при наших суровых условиях можно круглогодично выращивать и есть свежие, а главное свои овощи.
Выпускник Тимирязевской академии Тимир Иванов после стажировки в Японии вернулся на родину, и сегодня под его присмотром более 11 тысяч кустов растений. При хорошем уходе с одного куста можно получить 7,5 килограмм огурцов и около 4 килограмм помидоров. У нас это достигается благодаря тому, что тут полностью автоматизирован микроклимат, поддерживается соответствующая инсоляция, температура, полив. А касательно маленьких дачных теплиц, там, чтобы продлить оборот, можно поддерживать соответствующую температуру, обеспечить, и каким-то образом обеспечить инсоляцию. Днем, когда светит солнце, 24 градуса в среднем, а ночью около 18. По словам Тимира Иванова, овощные культуры, словно дети, требуют ежедневного ухода и внимания. Тут, как никогда, подходит пословица «что посеешь, то и пожнешь». Я бы хотел попробовать выращивать баклажаны, кабачки, клубнику и, наверное, помидоры черри. Мария Павлова, Андрей Лазарев. Новый день. Сырдах. А в Алданском районе начинает свою работу мобильная бригада, сформированная в рамках национального проекта «Демография». Подобные бригады будут функционировать в 14 районах нашей республики. Работа мобильной бригады нацелена на выявление нуждающихся в помощи граждан пожилого возраста. Какие меры поддержки реализуются в настоящее время, расскажет наша коллега Татьяна Вахнина. В двухкомнатной квартире Августы Никитиной работы немного. С уборкой хозяйка управилась до прихода помощницы. Татьяне осталось перегладить белье. Когда работа выполнена, можно и отдохнуть. Соцработник Татьяна Киселева знакома с Августой Ивановной более 10 лет. Их отношения давно перестали быть служебно-деловыми. Между помощницей и подопечной сложилась дружба. Татьяна, как она, помощница очень хорошая, она славная такая, внимательная. Помогает, что попрошу, она все мне делает, все. Доля пожилых людей в Алданском районе составляет порядка 25%. Далеко не каждый человек преклонного возраста окружен любовью и заботой. Работа с данной категорией граждан составляет одно из основных направлений в деятельности управления соцзащиты. К мерам поддержки, кроме обслуживания на дому, относятся устройство в интернат, а также финансовые выплаты. В ближайшее время начнет работу мобильная бригада по выявлению нуждающихся в помощи. То есть основной целью мобильных бригад, также необходимо отметить, это разработка и реализация мероприятий по оказанию медицинских и социальных услуг именно для граждан. Основной упор делается на старшее поколение, на лиц старше 65 лет, и в том числе и транспортировка их в медицинские учреждения. В Алданском районе будет функционировать одна из 14 мобильных бригад, сформированных в рамках национального проекта «Демография». В состав бригады войдут представители различных органов и структур. Пожилые люди смогут получать различные виды помощи. Основной акцент в работе бригады будет ставиться на сельскую местность. Будем выезжать в села, в населенные пункты, встречаться с населением, в том числе и проводить рейды, которые по гражданам, о которых мы знаем, то есть которые нуждаются в оказании медицинских и социальных услуг. Но помимо этого, естественно, если человек может сам позвонить, обратиться непосредственно к нам, то есть мы его запланируем выезд конкретно к человеку именно, то есть по адресу. В настоящее время формы поддержки, реализуемые управлением соцзащиты, носят заявительный характер. Функционирование мобильной бригады позволит оказывать помощь нуждающимся, которые по ряду причин не могут обратиться в государственные структуры. Первый выезд бригады запланирован в село Хатыстыр. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Укрепление и модернизация системы образования в регионах сегодня идет с помощью государственных программ и национального проекта образования. В столице Южной Якутии Нерюнгри реализация инновационных проектов началась уже с этого года. Для ребят 13-й школы, до прошлого года работавших на станках 56-го года производства, школа нынче приобрела новые, с программным числовым управлением. Девятикласснику Саше не терпится на нем поработать. Но, как полагается технарю, к делу он подходит с умом. Сейчас мы проводим отгонку токарного станка. Для чего это нужно?
для того, чтобы он раньше времени не сломался. Допустим, если вы купите машину, проездив на ней, сразу вы же не будете ездить. Вы вначале несколько раз километров проедете, а потом смените ей масло. Тут то же самое. Прошлой весной школа представила проект в рамках федерального проекта «Современная школа» на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических навыков и стала одной из 6 выигравших школ Мерингри. Было закуплено оборудование для уроков технологий на сумму 2 миллиона рублей. Теперь создавать разные проекты будет еще интереснее. Вот эти работы выполнены на нашем старом оборудовании. Вот здесь, видите, допуски очень жесткие, или на станке нарезать резьбу. То есть даже при нашем оборудовании это служит для растворения углекислого газа в аквариумах. Программные проекты должны будут финансироваться за счет средств федерального бюджета. Но в Мерингринском районе решили инициативу взять на себя. И в феврале 2019 года был объявлен конкурс, в рамках которого все общеобразовательные учреждения района представили и защитили свои инновационные программы. Были определены 6 лучших проектов. Из муниципального бюджета 10 миллионов. У нас были распределены 1,5 миллиона. Гимназия получила 2, 1,5 миллиона 15-я школа и по 2 миллиона получили остальные 4 учреждения. Школа номер 15 разработала и защитила проект «Я исследователь». На выделенные средства школа приобрела мини-лабораторные комплексы по химии, биологии, географии и экологии, а также робототехнике. В химической лаборатории нашей школы я уже 3 года, и мы проводили очень много интересных исследований, изучали продукты питания и пришли к выводу, что то, что мы едим, несомненно, влияет на состояние нашего организма. И в связи с этим я как-то долго подумала, конечно, но это будущая профессия. Решила, что хочу посвятить себя медицине. На базе среднеобразовательной школы номер 2 существует профориентационный центр. Интересный проект широкой направленности. Кроме среднего общего образования, в стенах школы можно получить профессиональное образование. У нас в школе мы обучаем профессии по 4 специальностям. Это оператор ЭВМ, парикмахер, повар и слесарь по ремонту автомобилей. Замена содержания образования – это необходимость, продиктованная временем. Работа по модернизации и оснащению школ новым оборудованием будет продолжаться и развиваться. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Мерингри. Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. 14 июня этого года главный пионер вожатой Якутии Фатии Иннокентьевне Авдеевой, человеку, посвятившего всю свою жизнь становлению и развитию детского движения, внешкольной работы и дополнительного образования, исполнилось 95 лет. И в честь юбилея Фатии Иннокентьевны Дворцу детского творчества дано ее имя, и проводится в рамках этого года, в рамках юбилейного года, ряд мероприятий. Так, к примеру, 3-я республиканская научно-практическая конференция «Авдеевские чтения» стартует уже сегодня, если я не ошибаюсь. И сегодня в нашей студии старший методист Дворца детского творчества имени Фатии Иннокентьевны Авдеевой Наталья Дмитриевна Зуева и кандидат психологических наук, доцент кафедры менеджмента ФИИ, дочка Фатии Иннокентьевны Надежда Мельникова. Надежда Михайловна, Наталья Дмитриевна, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Давайте поговорим для начала о конференции. Авдеевские чтения. Нам известно, что они проходят в этом году уже в 3-й раз. Чем-то, может, будет отличаться от предыдущих? Ну да, естественно, отличается тем, что эта 3-я республиканская научно-практическая конференция посвящена 95-летию. Как уже вы сказали, 14 июня наша Фатия Иннокентьевна исполнилось 95 лет. Было проведено ряд мероприятий. Во-первых, 13 июня, накануне извините, ее юбилея, было присвоено на сессии Якутской городской думы имя Фатии Иннокентьевны Дворцу детского творчества. То, что было нам очень приятно и отрадно, мы долго этого ждали. Затем были ряд публикаций в журналах, например, «Столичное образование», «Дополнительное образование Якутии». И даже вышла статья о Фатии Иннокентьевне в Всероссийском журнале «Дополнительное образование и воспитание». Затем у нас в сентябре была заложена аллея имени Фатии Иннокентьевны около Дворца детского творчества. Да.
И вот сегодня я всех поздравляю с открытием 3-й республиканской научно-практической конференции «Авдеевские чтения». В рамках этой конференции у нас проходят курсы дополнительное образование детей, интеграция ресурсов. Сегодня как раз с 10 часов пройдет открытие конференции и будут работать 4 секции. Вот в 4 секциях слушатели и участники конференции обсудят такие злободневные вопросы развития дополнительного образования. Это как эффективные современные технологии, развитие воспитания и дополнительного образования, ресурсы общества и бизнеса в развитии детей, развитие технологической сферы дополнительного образования и, конечно, исторический аспект развития дополнительного образования. Вот на этих секциях будут обсуждаться и проблемы, и дальнейшее развитие дополнительного образования не только в городе, но и в республике. И отрадно, конечно, Фатия Иннокентьевна, сейчас находясь в Москве, она, конечно, порадовалась бы, что именно на этих вот секциях сегодня будут обсуждаться те вопросы, которые она и мечтала, и претворяла в жизнь в течение всей своей работы. И вот мы очень благодарны. Я с ней проработала 20 лет, была заместителем ее. И, конечно, я многому у нее научилась и очень благодарна ей. Надежда Михайловна, ну, поскольку главной героиней все-таки нашей беседы является ваша мама, да, я столько поколений выросла при ней, да, при ее работе. Даже я сама, помню, ходила в маленький дворец и помню очень хорошо ее, да. Она всегда была очень серьезной, очень ответственной, да, как руководитель, как заслуженный педагог. Вот интересно узнать, какой она была дома. И вообще она отдавалась работе полностью, можно сказать, да? Оставалось ли у нее время на семью, да? Но она замечательная была совершенно. Мама и есть, у нас замечательная мама, бабушка, ее правнучка обожает, она до сих пор, вот они играют вместе, мама занимается с правнучкой, очень любит ее и вообще любит, когда все внуки приезжают. А в моем детстве, как бы она ни была занята, да, каждое утро в 5 утра она вставала, и у нас к завтраку были блины, пироги, пирожки. Каждое воскресенье у нас обязательно, вот это день репетиционный во дворце, он всегда там он был занят во дворце с утра до ночи, но у нас в воскресенье обязательно были пироги. Вот без этого никак не было. Но, конечно, естественно, что она была очень много занята, и мы все тоже занимались. Дома мы привыкли, что кто свободен, тот теми занимается. Но вот тут вопрос в том, что не в количестве внимания важно, а в качестве, да, то есть за какие-то моменты небольшие, когда она приходила, я успела с ней там обсудить сочинение, которое надо сделать в школе, да, там, когда надо было сдать в школе, какие-то вопросы с ней обговорить. Она учила нас читать, меня и брата, я очень рано научилась читать, между 3 и 4 лет, вот где-то. Она нас учила читать каким-то образом. Ну и все детство мы, конечно, проводили во дворце, потому что она была занята. Мы там выросли, да. И мы с сестрой, и наши двоюродные братья и сестры. И, естественно, это тоже нам очень много дало очень много в жизни. Вот, и мама очень любила моего папу, который уже ушел давно уже из жизни, да, у нас была просто замечательная семья. И было очень много племянников, племянниц там, из дворца приходили, у нас всегда был полный дом гостей. Она была очень гостеприимной. Да, еще она очень, мама сейчас уже возраст не позволяет, но раньше вот это ее любимая, это ее дача, это посадки, она очень много привозила, яблони, все очень много разошлось по Якутску, но это она привозила очень много из других городов, с Дальнего Востока, и там сирень, там яблони, смородина, все у нас. Что ж, огромное спасибо за участие в нашей программе. Мы желаем Фатии Иннокентьевне крепчайшего здоровья, справить еще и 100-летний, и 110-летний юбилей, и далее, да. Очень надеюсь, что она посмотрит наш эфир, запись. Но у нас реклама. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Спасибо. В эфире программа «Новый день», 3 октября, четверг на календаре, и мы продолжаем. У нас поступило сообщение, спрашивают, бесплатные или платные у вас поздравления. Наш WhatsApp номер совершенно бесплатный, так что смело пишите, поздравляйте, кого хотите. А дорогую подругу, одноклассницу Марианну поздравляю с днем рождения. Желаю безмерного счастья, крепкого здоровья, удачи, достатка, исполнения желаний с наилучшими пожеланиями. Анастасия, ваша
подруга. Текущий месяц для кинолюбителей ожидается очень насыщенным на показы долгожданных картин. Одним из самых ожидаемых фильмов станет, пожалуй, «Джокер», а также мультфильм «Эверест», продолжение «Малефисенты». Также россияне смогут насладиться просмотром громкого кино «Терминатор. Темные судьбы» и готического мультфильма «Семейка Адамс». Все это в октябре. В общем, любой гурман найдет себе что-то по вкусу в этом репертуаре. Ну а с новинками этого четверга мы знакомимся в нашей рубрике «Киноафиша». Кинотеатр «Елена» приглашает своих зрителей на премьеры, которые можно посетить уже сегодня. Может, уже отстанете от ребенка? Простите. Фильм «Джокер» расскажет историю юмориста Артура Флека, живущего с больной матерью, которая с самого детства учит сына носить на лице улыбку, нести в мир хорошее и дарить людям радость. Однако герой, роль которой исполняет Хоакин Феникс, сталкивается с жестокостью современного мира и постепенно приходит к выводу, что мир получит от него не добрую улыбку, а гримасу Джокера. Говорил, что стану комиком, люди смеялись надо мной. Что ж, теперь никто не смеется. Что ж ты, черт? Хоакин Феникс проделал над образом Джокера колоссальную работу, ведь ему пришлось тягаться с предыдущими исполнителями персонажа. Звездными Джеком Николсоном, Джаредом Лето и Хитом Леджером. Всю жизнь я не знал, существую ли я. Для роли Феникс сильно похудел, как он сам говорит, это очень повлияло на его психику. Читал множество литературы об убийцах политиков, изучал ролики с людьми, страдающими от неконтролируемого смеха, чтобы превратить эту странную слабость Артура Флека в его суперсилу. Какого-то прописанного образа героя в сценарии не было. Каждый день съемок Феникс и Филлипс открывали новую грань Артура Флека. В итоге он получился непредсказуемым и многослойным. Кинолента произвела фурор на Венецианском кинофестивале, а эксперты пророчат ей громкий успех на церемонии вручения «Оскар». Путешествие на самую высокую точку мира. Что может быть круче? Так решает Лу, когда случайно находит огромное, но очень милое чудовище посреди шумного мегаполиса. Лу уверена, что поможет дружелюбному Йети вернуться домой на Эверест. Пусть их преследуют ученые из сверхсекретной лаборатории, но Йети оказывается еще и немножко волшебником, поэтому путь на Эверест будет полон приключений и чудес. Я помогу тебе вернуться домой к семье. Эверест еще ребенок. Хватит себя бить! Студия DreamWorks Animation впервые за 6 лет сняла фильм не по книжке, не по игрушке, а о собственном оригинальном персонаже. И хотя Йети своей улыбкой напоминает и Беззубика из «Дракона», и чеширского кота этой же киностудии, все равно у него большие шансы получить любовь юных зрителей. Режиссер и сценарист мультфильма, имеющая в своем багаже успешный проект «Корпорация монстров», сняла яркую и полную смешных шуток и приключений картину, где с помощью доброты и веры в себя дети смогут противостоять злым взрослым и помочь своему другу. Да. Папа играл для меня каждый вечер. Он учил меня никогда не сдаваться, каким бы трудным ни был путь. Как красиво! Настоящее волшебство! Правда? Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Невозможного, если поставить себе цель. Эверест. Черника? Бежим! У меня черника в тех местах, где ее уж точно быть не должно. Что ж, веселые ожидаются выходные, если вы пойдете в кино. Ну а сейчас наступают холода, очень заметно холодает, распространяются грипп, простуда, ОРВИ и так далее. Поэтому очень важно профилактироваться. Какие существуют методы, их очень много. Вот, например, народный способ употреблять чеснок.
Еще тогда, в IV веке до нашей эры, сам Гиппократ популяризировал чеснок. Он советовал своим пациентам есть чеснок каждый день для улучшения здоровья. Чеснок помогает в детоксикации. Давайте будем честными, иногда мы едим не совсем здоровую пищу. С удовольствием едим фастфуд, приносящий в организм токсины. Чеснок может помочь вам здорово очистить от токсинов, паразитов и остатков медикаментов, с которыми не справилась печень. Если вы с утра просыпаетесь с несвежим дыханием и с мешками под глазами, это говорит о том, что у вас перегружена печень. Если кушать один зубчик чеснока на голодный желудок, ваша кожа станет гладкой, молодой и свежей. Лечение от среднего и тяжелого кашля. Многие люди используют комбинацию чеснока с витамином С, чтобы поддерживать максимальную скорость работы иммунной системы. Сильный кашель вызван раздражением горла. Эффективен чесночный напиток. Для приготовления чесночного чая нарежьте чеснок и залейте кипящей водой. Дайте настояться несколько минут, чтобы получился крепкий напиток. Если вам не нравится запах, добавьте немного меда или имбиря. Чеснок борется с бактериями и повышает иммунитет. Маленькие зубчики чеснока служат щитами для иммунитета. Они защищают организм от злобных бактерий и не дают подхватить простуду. Если принимать таблетки от простуды или другого заболевания, иногда система пищеварения выходит из-под контроля. Главная причина – дисбаланс полезных и вредных бактерий. Чеснок действует как натуральный антибиотик, помогает полезным бактериям работать быстрее, защищая иммунную систему. Главное подспорье в употреблении этой чудо-еды, конечно же, его запах. Вот несколько советов, как от них избавиться. Выбирайте свежий и пухлый чеснок. Чем свежее головка, тем менее она пахнет. Убирайте все зеленые ростки из зубчиков, их запах сильнее всего. Промывайте измельченный чеснок, чтобы удалить пахучие масла. После чеснока выпейте йогурт или выпейте стакан молока. Оба помогут освежить дыхание. И, конечно же, чистите зубы, чтобы убрать все остатки зубов. Доброе утро! По национальному проекту «Экология» реализуется 11 федеральных проектов. Якутия в рамках своих региональных проектов участвует в 4. Одним из которых является проект «Чистая страна». Сегодня в нашей студии заместитель руководителя Департамента экологической безопасности и правовой экспертизы Министерства экологии Республики Степан Куличкин. Степан Степанович, доброе утро. Доброе утро. Что предполагает проект «Чистая страна»? Какие главные задачи в Якутии стоят по данному проекту? Как вы отметили, региональный проект «Чистая страна», он разработан именно по Республике Саха-Якутия в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна», который входит в национальный проект «Экология». Основными целями данного регионального проекта является рекультивация свалок и ликвидация объектов, наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда. Например, если говорить о рекультивации свалок, в рамках данного проекта у нас запланирована рекультивация 4 свалок в границах городов. Это города Якутска, города Нюрбы, города Мирный и города Вилюйска. Кроме этого, запланирована ликвидация наиболее опасного объекта накопленного вреда. Это хвостохранилище Уларская ДИФ плюс Янская гусеница. Вот такие цели преследует данный проект. И за какой период планируется ликвидировать несанкционированные свалки? Каким образом? Период реализации проекта, начиная с этого года, то есть 2019 по 2024 год. И первым планируется ликвидация свалки города Якутска по паспорту, запланировано в 2020 году, а потом в 2021 году начинается ликвидация рекультивации свалки города Нюрба. Потом в 2024 году у нас стоят по плану 2 свалки, это города Мирного и города Вилюйска. Сейчас проходит процедура внесения изменений в федеральный проект «Чистая страна». В рамках этого корректируются сроки, и мы тоже направили предложение, чтобы скорректировать свои сроки. Допустим, была серия публикаций по свалке города Якутска, по строительству нового полигона.
строительство нового полигона, оно в 2020 году, к сожалению, не получается, поэтому планируется перенос рекультивации на 2022 год. Вот таким образом работаем. Проект он живой, постоянно меняется и адаптируется к условиям, получается. Поэтому ведем работу с проектным офисом Минприроды России, чтобы вносить коррективы. Ликвидация хвостохранилища Куларская ЗИВ запланирована в 2021 году. Сейчас готовится проектно-сметная документация. Должны войти в государственный реестр объектов накопленного вреда. И после этого мы будем готовы к реализации. Да? И что касается свалок, по всем 4 свалкам также ведется работа по разработке проектно-сметной документации, рекультивации и строительства в том числе. По городу Якутску, например, проект рекультивации, он уже проходит стадию государственной экологической экспертизы. Сегодня как раз будет очередное заседание комиссии государственной экспертизы. И мы тоже, министерство принимает в этом участие. Также по Нюрбе тоже готовится проектно-сметная документация и по рекультивации, и по строительству. Также Вилюйский улус у нас тоже занимается, скажем так, хорошими темпами идет. Проекты заказаны, работы идут. Также идут работы по переводу земель из категории лесного фонда в земли промышленности. Это для строительства новых полигонов нам необходимо. И необходимо отметить, что строительство новых полигонов, оно является первым этапом. Без ввода в эксплуатацию новых полигонов, размещения твердых коммунальных отходов, мы не сможем рекультивировать эти старые свалки. Вот такие проблемные узкие моменты есть. Они, конечно, есть в любом проекте, поэтому эта работа ведется. Что ж, Степан Степанович, спасибо вам за участие в нашей программе, спасибо за беседу, плодотворной работы. Спасибо. Удачи, хорошего дня. Ну а у нас реклама. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. Рада ознакомить вас со свежими вакансиями, которые предлагает нам Центр занятости населения. Итак, требуется машинист двигателей внутреннего строения 3-го разряда. Требования: профильное техническое образование и практический стаж работы в должности машиниста ДВС 2-го разряда не менее 6 месяцев. Заработная плата 46 тысяч рублей. Требуется электромонтер по обслуживанию подстанций 4-го разряда в линейный цех. Профильное техническое образование, стаж работы в должности электромонтера по ОВБ 3-го разряда не менее 6 месяцев без вредных привычек. Заработная плата от 56 тысяч рублей. Требуется электромонтер по обслуживанию подстанций 5-го разряда в линейный цех, профильное техническое образование и практический стаж работы в должности электромонтера по обслуживанию подстанций 4-го разряда не менее 6 месяцев. Разъездной характер работы. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Ну а далее знакомимся со свежими новостями. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. В эфире новости и самые заметные события к началу этого дня. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Почти 400 килограммов мясных полуфабрикатов с сальмонеллой уничтожили в Якутии. Пробы пельменей «Расторгуевские», произведенных агрокомплексом «Расторгуевский» в Новосибирске, были отобраны в ходе мониторинга качества пищевой продукции. По результатам лабораторных исследований в мясных полуфабрикатах были обнаружены бактерии рода сальмонелла. В итоге госинспекторы регионального управления Россельхознадзора изъяли и уничтожили 374 килограмма пельменей. Само предприятие переведено в статус временно ограничено.
К другим темам. Минвосток развития раскрыла механизм предоставления ипотеки под 2%. Ей смогут воспользоваться молодые семьи и получатели земли по программе «Дальневосточный гектар». Она будет предоставляться во всех субъектах Дальневосточного федерального округа без исключений. Уточняется, что под молодыми семьями будут понимать семьи, в которых супруги имеют гражданство Российской Федерации, состоят в зарегистрированном браке не менее года, и муж и жена должны быть не старше 35 лет включительно. Важным условием станет регистрация хотя бы одного из супругов по месту жительства в ДФО. Неполные семьи, в которых один родитель до 35 лет и ребенок до 18, также смогут воспользоваться льготным кредитным продуктом. Срок выплат по ипотеке составили до 20 лет при размере кредитования до 6 миллионов включительно. Выдавать ипотеку будут на протяжении 5 лет. Заемщики смогут приобрести квартиры на первичном рынке или самостоятельно построить на полученные средства дом. Причем участники программы «Дальневосточный гектар» смогут направить полученные средства только на строительство дома. Единственным ограничением стал вид разрешенного использования. Земля по программе должна быть получена именно для целей строительства. Задолженность якутских предприятий по заработной плате на 1 сентября составила почти 100 миллионов рублей. Самыми большими должниками оказались организации в отраслях промышленности, транспорта и сельского хозяйства. Данные озвучили во время трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В Якутии насчитывается 39 предприятий-должников, которые не доплатили своим сотрудникам около 95 миллионов рублей. Часть этих организаций находится на стадии банкротства. При этом она отметила, что по сравнению с началом текущего года в Якутии задолженность по выплатам значительно уменьшилась. В январе эта цифра составляла почти 165 миллионов рублей. Есть заметное снижение и в многолетней перспективе. Например, в сентябре 2017 года задолженность достигала 254 миллиона, а в прошлом году 185 миллионов рублей. Якутские журналисты стали победителями престижного всероссийского конкурса «Медиатек-2019» в номинации «Социальная и экологическая инициатива». Награждение прошло в Москве в рамках форума «Энергетическая неделя». Награду получила куратор проекта Анна Захарова. В конкурсе «Медиатек» принимают участие материалы, рассказывающие о развитии топливно-энергетического комплекса нашей страны, о новых проектах в этой сфере и о людях, энергетиках, нефтяниках и газовиках. В прошлом году, когда я работала главным редактором телестудии «Саха-Медиа», мы сделали сюжет про энергетиков Якутии, рассказывали о простых рабочих, о работниках энергетической отрасли, которые ежедневно трудятся во благо развития родной республики. Честно, я не ожидала, что наш проект займет первое место на всероссийском конкурсе. Мы сегодня получили премию из рук самого Дмитрия Сергеевича Пескова. Для нас это очень большая честь. И самым приятным, неожиданным моментом стало то, что глава Якутии Асин Сергеевич Николаев тоже подошел и лично поздравил меня. Поэтому для меня это очень волнительно и вдвойне ответственно, и стимул для дальнейшей работы. Путь от Тихого до Атлантического океана на якутской лошади намерен преодолеть путешественник из Англии Никита Граци. Сейчас он выбирает якутских лошадей у верхоянских коневодов. По мнению путешественника, только якутская лошадь сможет вынести такой продолжительный путь. По предварительным расчетам, Граци преодолеет этот маршрут за 2 года. Планирует начать с Магадана в феврале 2020 и завершить весной 2022 года на Трафальгарской площади в Лондоне. Мне очень важно уважать, как здесь люди живут, да. Мы хотим показать людям про Республику Саха, какие здесь люди, как они живут, какие условия, да. Коневоды, они зимой, когда ездят, они на улице спят иногда, им приходится. Поэтому мне придется так же. Это будет очень трудно, конечно, я это понимаю. Но надо показать, чем эти лошади различаются, да. Они различаются зимой особенно, потому что они единственные, которые дикие зимой, в минус 60 градусов. Поэтому надо зимой ехать. Летом любая лошадь может там ехать, да, поэтому хотим. Это все, да, это от уважения. То есть я знаю, что мне будет намного труднее так ездить, да, но из-за моего уважения к вашим людям я готов себе такие условия поставить. На этом у меня пока вся информация. Спасибо за внимание и хорошего вам дня. Спасибо коллегам. Мы продолжаем наш эфир. Зачитываю сообщение. Поздравляю любимую тетю учителя от Бога, работавшую во 2-й школе города Вилюйска, Николаеву Анастасию Дмитриевну с наступающим Днем Учителя. Здоровья, долголетия, счастья, любви. Твоя Люда, Люка,
Павлова. Мы присоединяемся к поздравлениям. Сегодня в здании Национального художественного музея состоится торжественное открытие выставки «И снова олени» от юкагирского и народного художника республики Николая Курилова, посвященная его 70-летнему юбилею. Сегодня Николай Николаевич в нашей студии. Вместе с ним Влада Тимофеева, заместитель генерального директора по научной части Национального художественного музея. Доброе утро, уважаемые гости. Доброе утро. Николай Николаевич, мы, во-первых, поздравляем вас с юбилейной датой, с замечательной датой. Да? Выставка называется «И снова олени». Расскажите о тематике и о работах, представленных на выставке. Ну, выставка эта приурочена, как вы сказали, моему юбилею. И мне кажется, название «И снова олени» как бы возвращает меня, мое детство. Поэтому в свое время в газете «Якутск вечерний» писали: Курилов занимается оленеманией. Вот. Ну и поэтому решил не отходить от проторенной пути и назвал «И снова олени» выставку. Ну, в основном здесь, опять же, мои олени, люди тундры. Впервые, может быть, представлены мои зарисовки, портреты карандашом, там, Шарикова, Ручка, моих земляков 80-х годов. Это тогда они молодые были, я сам молодой был. Ну и, само собой, должен сказать, я человек все-таки 49-го года рождения, советской такой закалки. И то, что происходило в то время, естественно, не могло отразиться в моем творчестве. И оно, может быть, непонятно будет для молодого поколения, но для меня это история моего народа. Ладно, ну, несколько слов, да, о Николае Курилове. Николай Николаевич Курилов – это уникальный художник. Дело в том, что он является еще и писателем, замечательным поэтом. По-моему, более 10 книг, да? Да, многократно одаренный человек. И вся его творческая деятельность направлена на сохранение родной культуры, юкагирской культуры. Сам он родом из села Андрюшкино, и его произведения рисуют нам замечательную природу алёрской тундры, при этом отражают картину мира этноса. И не случайно художник обращается к оригинальной технике аппликации. Дело в том, что народы Севера в прикладном искусстве используют эту технику очень активно, а профессиональный художник переложил язык аппликации вот на станковое искусство, и мы получаем самобытные, оригинальные произведения. Я считаю, что Николай Николаевич Курилов, он как бы нашел себя в этой аппликации. Дело в том, что вот символичность его произведения как раз отходит от самой тундры. Что такое тундра, да, по мнению Николая Николаевича? Это белый лист бумаги. Вот белый лист бумаги – это то высокое небо тундры, это широкий горизонт снежной тундры. И вот на белом листе он вырезает фигурки оленей и различно располагает. И мы получаем вот это огромное пространство, безбрежная снежная тундра перед нами возникает. Вот эти аппликации являются очень таким оригинальным, своеобразным, самобытным вкладом, я считаю, искусство Якутии вообще в искусство России и искусство мирового, потому что ничего подобного нету. И я думаю, что эта выставка, это крупномасштабная выставка, показывает более 150 произведений художников, должна обязательно посещаться горожанами, гостями республики, потому что ничего подобного нигде нет. Вы сказали, более 150 работ, да? Да, но если быть точно, более 180 произведений, но они разного характера. Как сказал Николай Николаевич, есть зарисовки, есть живопись маслом,
Николай Николаевич прекрасные афорты создает, он владеет многими техниками, но как человек кочевой, он применяет не усложненные такие техники, как холст на подрамнике, как афорты, да? Он именно любит простые такие вещи, как аппликация, как рисунок шариковой ручкой, то, что удобно кочевнику в пути. Вот в этом кредо художника. Давайте напомним еще раз, сегодня во сколько в Национальном художественном музее открытие? По адресу Кирова, 12. Это выставочный зал Национального художественного музея. В 16 часов мы открываем выставку «И снова олени», где покажем творчество юкагирского художника Николая Николаевича Курилова. Приглашаем всех. Влада Владиславовна, Николай Николаевич, спасибо вам, что пришли в нашу студию. Успехов! Вам спасибо. Ну а мы с вами прощаемся до завтра.